Ну вот, тоже видите, ханинговочка отличная. Ох, он хороший какой. Вот видите, немножко есть насечки, вот эти задиры. Эти задиры, знаете, от чего образуются? Вот когда отлетает вот этот кокс, кусочек, он начинает поверху задирать чуть-чуть. Ну, нормально, состояние цилиндра хорошее. Вот верх. Весь черный, но он не бежит, масла нету. Отлично. Или сухой. Как будто сухой. Как будто сухой, Просто так показывает под углом, под темным. Там фонарик же светит, отсвечивает. Так, ребята, всем доброе утро. Сегодня ко мне пригнали вот такого Приуса 30-го, эндоскопию, которому я смотрел. В принципе, сейчас мы будем подготовительные работы к нему проводить по раскоксовке. Раскоксовку мы будем делать сегодня по супер технологии. Это Squid. Squid — это вот такой вот прибор. Был приобретен у классного человека. Вот. Это у нас прибор, который подключается к каждому цилиндру. Вот у него краны есть здесь. И он подключается у нас к каждому цилиндру отдельно. Ну и загоняется туда химия. Химию будем использовать гринол реаниматор. Вот гринол реаниматор. У него тут получается где-то партии 4 у меня коробки такие уйдет примерно. То есть технология заключается в том, чтобы отмыть двигатель от нагара. Это первое. Моется отдельно низ двигателя и моется верх. Верх он будет мыться не просто, а он будет мыться 6 часов. При температуре 90 градусов двигатель будет промываться и подаваться постоянно будет вот этот гринол. То есть он будет как бы внутри создавать жесткую как бы такую атмосферу, и при этом мы будем как бы постоянно шевелить поршнями, то есть постоянно будут кольца у нас ходить. Что как бы хорошо, что у нас все вот эти каналы, они у нас отойдут, все отмоется внутри. Прям именно наша задача отмыть не просто двигатель снаружи, а именно вот эти вот дренажные каналы, все, чтобы у нас хорошенечко промылись. Вот в этом есть смысл раскоксовки, чтобы кольца у нас отщелкнулись. Ну, в принципе, как бы так. Сейчас предварительно она у меня стоит, старое масло. С химией будет где-то час мыться на 109 SL, чтобы просто все лаковые отложения, которые там в двигателе есть, они просто чтобы немножечко отошли. То есть это 109 просто немножечко их размягчает. Если мыть постоянно, ну как бы 109 просто вот коксованной машины, она не поможет в принципе. Она очень слабая химия для таких случаев. А вот гринол реаниматор это заменитель демексида, только он не такой вредный. То есть демексидом дышать невозможно, это яд, а реаниматор это тема. Вот так вот, такие, ребята, дела. Много сегодня автохимии у нас уйдет на это дело. Но двигатель должен быть классный. Мы покажем этот движок. Так, ребята, первый цикл промывки прошел со 109-кой. Масло старое, сейчас будем сливать. Вот.
После этого будем заливать гринол вместе со свежим маслом, со свежим фильтром. Будет у нас час гоняться примерно. Вот. Это уже будет конкретно уже промывка масляной системы с помощью гринола, конечно. То есть будем отмывать все лаковые отложения двигателя. Вот. Скорее всего, уже сейчас вкручу датчик давления масла другой, потому что этому кирдык придет. Вот. Пока так. Все, смотрим. Надо будет открутить всю броню. Так, ребята, немножечко расскажу все-таки про сквид. Еще раз поподробнее. Вот такой вот сквид. Он у меня на 4 цилиндра, ну на 6 цилиндров вообще. Но я вот 4 подключил цилиндра. Сделал трубки на 4 цилиндра, так как мой контингент это в основном автомобили будут гибридные. Они все имеют 4 цилиндра. Вот. Сквид выглядит вот так, в принципе. Здесь есть вот такие вот заглушки, тоже 2 цилиндра заглушенные, стаканчики обычные, и туда доливается какая-нибудь химия. Ну, в моем случае это гринол. Вот. Сейчас технология какая нам? Сейчас нам надо будет отмыть низ мотора. Вот. Масло старое я слил, сейчас буду заливать 5-литрушечку масла 5В30. Вот. Обычная минералка какая-нибудь заливается. Вот. И все, в принципе, заливается туда гринол, банка. И ну, фильтр новый, конечно, разумеется, ставишь. И все. И машину выгоняем в сервисном режиме на час. Пусть она калматит час. Потом машина будет загоняться. Ну, кстати, очень большой нюанс. Прежде чем что-то делать, я буду вкручивать вот такой датчик. Это у нас датчик температурный. То есть, чтобы масло у нас не побежало, не убило наш живой датчик, мы его вкрутим. Вместо этого датчик давления другой маленько. У меня есть оборудование, ну, манометр, который будет подключаться туда, к двигателю. И я буду мониторить давление по манометру, либо, ну, как-то так, короче. В общем, будем заменять родной датчик, чтобы он не побежал. Он стоит копейки, конечно, 700 рублей, но нам зачем этот геморрой? Мы его выкрутим. Пусть он в живом состоянии, как приехал, так и уедет. Вот, как-то так. И будем сейчас мыть двигатель снизу, потом будем подключать сквида. Сквида надо подключать через подогреватель. Есть тут такой вот подогреватель, приобрел. Вот. Он у нас заявлено 3 киловатта. Ну, то есть будет греть двигатель очень даже неплохо. Здесь есть все для подключения его. Выглядит вот так, подача обратка, и он нагреватель просто будет разогревать мотор до 90, до рабочей температуры. Вот, как только прогреем мотор, только тогда будем подключать сквида и подавать химию в цилиндры. И все это будет отмачиваться у нас 6 часов с постоянной прокруткой двигателя. Вот так вот. Такая технология. Жесткая, конечно, технология прям, но она прям дает стопроцентный результат. Да и в принципе Demixit тоже дает стопроцентный, но с ним много геморроя в том плане, что он очень вредный. Не знаю, как гринол будет вонять, но мне кажется, нет, не будет, не должен. Так что ставьте лайк, ребята. Очень интересный контент сегодня. Prius 30. Первый раз на сквиде делаю. Первый раз им буду пользоваться и будем учиться, в общем-то.
Prius стоит, хроматит работает. Вот самолетик полетел. Стоит, работает. Уже от него не так, как от Демиксида, Демина, запаха как такового нету. Вообще хорошо как бы. Вот он стоит, работает, вообще нормально. На больших оборотах хроматит, датчик подключен. Все, в принципе, все хорошо. Сейчас ждем час, загоняем, убираем всю краску поддона, смотрим маслоприемник. Ну а потом второй этап пойдет. Еще раз погоняем реаниматором. Ну и все, в конце у нас пойдет уже раскатовка на сквиде. Ну что, ребята, завершается у нас первый цикл. 60 минут сейчас пойду. Буду сливать первую партию гринола с маслом. Посмотрим, какая жижа будет. И посмотрим, что у нас с краской. Я сейчас посмотрю по манометру. Я, может быть, чуть побольше сделаю. Где-то час 10. Ну, за давлением буду следить в последнее время, и все. Стоит у нас Prius в сервисном режиме. Время идет. Время у нас 55 минут. Еще минут 10 сейчас на гриноле подождем. Будем за давлением масла следить, и все, в принципе. Каждые 5 минут буду сейчас смотреть масло. Ну все, ребята, заезжаем в бокс сливать масло. Сейчас посмотрим, что у нас там будет. Какое масло будет у нас сейчас там, интересно. Ну что, начнем сливать масло. Вообще шикардосно, скажу вам. Вообще кайф такой работать с этим аппаратом, препаратом. То есть получается запаха вообще никакого нету. Вот вообще машину загнал, сейчас буду спокойно, не дышать этим. В прошлый раз я от Демиксида чуть легкие свои не выплюнул, реально. А сейчас вообще будет по кайфу. Вообще чистый мотор получается. Краску реаниматор не поднял нифига.
Еще надо мыть. Лаковые отложения, вон, не отошли. Вот это вот еще. Начал только подъедать. Значит, еще надо мыть. Ну, что могу сказать, что Гринол по сравнению с Демиксидом намного слабже. То есть он послабже работает. Мягче, что ли, работает. Но он моет, конечно. Но с первого этапа он нифига не отмыл краску поддона, не поднялась. Вот. Сейчас это буду зачищать, ставить чистый поддон туда уже. Ну и это. Еще буду гонять больше. Надо час 30 еще погонять. Ну что, ребята, подготовил я поддон. Все как бы закрыл. Этот фильтр новый поставил. Сейчас буду заливать еще 5 масла. И следом еще гринол. Еще одну партию гринола. И будем смотреть, что будет. Ну, дальше на час 30 буду ставить машину уже. Буду домывать данный двигатель, как бы так. Будем домывать движочек. Ну что, ребята, что такое Squid технология? Вот она вот так выглядит. Все это дело у нас вот так заморочено. Не все так просто. Пришлось открутить жабо. Вот, подключил подогреватель в печку, получается, подачу, обратку. Сейчас у меня двигатель греется. Вот, подключил порталы для подключения этих, переходники. И вешается вот такая вот штука, колба. Сюда будет заливаться вот первый цилиндр, второй, третий, четвертый. Вот. Еще нам надо будет сейчас машину задомкратить и снять вот это колесо. Снять защиту, добраться до храповика. То есть мы будем крутить постоянно это колесо. Коленчатый вал. Сейчас мы зальем гринол, когда у нас двигатель нагреется. И будем крутить коленчатый вал. Вот. И подавать уже краны. Будем открывать. Подавать туда химию. Вот. Как только я открою кран, у меня химия пойдет туда, в цилиндр. Так что, ребята, вот такие дела. Заливаться будет гринол, стоять это все будет у меня 6 часов где-то примерно. Низ мы помыли, теперь осталось нам раскоксовать цилиндры. А Макс там собирает Хонду. Сейчас уже скоро будем ее калибровать.
Вот такой у нас сегодня насыщенный день. Короче, мы сегодня две машины делаем сразу, Toyota и Honda. Так что вот, ребята, вот такие дела. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Кому нравится наше видео, наша работа. Вот. Работа непростая. Тут уже надо как бы и голову применять, и руки. Не просто так это все делается. И много надо химии. Вот. Так что всем пока. Что хочу сказать, ребята, про раскоксовку. Вот это профессиональный способ раскоксовки. Он реально профессиональный, он более жесткий, что ли, когда именно большая температура и химоза подается. Это как бы жестко. Но я скажу так, что в принципе немексит имеет место быть. То есть он жестче, наоборот, он даже круче вот этой раскоксовки будет. Просто он здоровье много отнимает. Вот. И это очень как бы ну, не каждый будет им заниматься. Даже за деньги не хочется им заниматься, если честно. Вот я вот несколько машин сделал. Просто вообще ты зарабатываешь там, да, хорошие вроде как бы деньги, но здоровье отнимает столько, что ты потом никакое здоровье этими деньгами не купишь просто. Вот. Поэтому я считаю, что надо вот таким пользоваться. Более профессиональным продуктом, он стоит дороже. Но эффект от него тоже хороший, но дольше все эта процедура, сложнее намного процедура происходит. Вот считай, это надо помыть низ полностью, 2 раза масло обновить, потом разобрать пол машины. Вот жабо пришлось снять, все снять пришлось, подключить корову, подключить обогреватель, накрыть вот этим всем. Это все, вот, каждое движение, это как бы не все так просто. Не надо думать размеренно все, как это делается правильно, по правильной технологии. Вот. Ну, посмотрим результат, мне самому интересно. Первая моя раскоксовка такая. Как бы, может, даже я по времени чуть-чуть побольше сделаю. Посмотрим, в общем, как оно будет. Интересно самому. Машина должна поехать намного круче после такого. Потому что кокс, вот я покажу результаты эндоскопии, кокс был жесткий. Ну и как бы потом посмотрим, что будет после раскоксовки. Так, стоит у меня машина уже 6 часов почти что. Сейчас буду скоро вскрывать, смотреть, что будет. Буду запускать эндоскоп, откачивать все это дело, продувать, промывать и смотреть. Потом буду пробовать заводиться. Все полностью я как бы это поставлю заново, жабо. Буду пробовать заводить машину.
Ну что, посмотрим эндоскопию, что у нас получилось в итоге. Сейчас буду заводить сюда эндоскоп. Не, нахуй, уже химию не буду добавлять.
Оттуда повылазил. Я пролетал. Тут жесткая хуйня повылетала.
Ну, такой первый цилиндр получился, весь чистенький. Вот так вот его отъел весь гренольчик. Все, сейчас помыл. Второй цилиндр. Смотрим. Вот тоже, в верхней точке, но он чистый абсолютно. Вот опускаемся в третий цилиндр. Тоже смотрим, он вообще идеально чистый. Так. Пошли в четвертый цилиндр. У нас тоже вот такой вот нормально чистый. Тоже сфотографирую его. Тут можно и клапана посмотреть. Вот, клапанишки можно посмотреть, тоже глянуть. Тоже, в принципе, идеальная чистота. Там чуть немножко грязь есть, это фигня. Она сейчас отойдет, выгорит. Нормально. Ну, вот такой первый цилиндр получился, весь чистенький. Вот так вот его отъел весь гренольчик. Все, сейчас помыл. Второй цилиндр. Смотрим. Вот тоже в верхней точке, но он чистый абсолютно. Вот клапанишки можно посмотреть, тоже глянуть. Тоже, в принципе, идеальная чистота. Там чуть немножко грязь есть, это фигня, она сейчас отойдет. Почти пошли в четвертый цилиндр. Он у нас тоже вот такой вот нормально чистый. Тоже сфотографирую его. Вот опускаемся в третий цилиндр. Тоже смотрим, он вообще идеально чистый. Ну что хочу сказать, ребята, результат отличный. Камера сгорания вся чистая. Вот. Сейчас буду заводить этот моторчик. Чуть-чуть брызну масло в каждый цилиндр и буду заводить. Ну, вот так, ребята, выходит гренол. Завершающий этап. Вот так столько вот всего дерьма выходит. Это вообще жесть. Ну ничего, сейчас все выгорит. Масло это сейчас промоет систему. И все, и загоняем. Собираем машину, заливаем свежее масло. И все будет хорошо. Вот столько дыма после раскоксовки бывает. Это просто жесть, конечно. Ну, там гренола скопилась с грязью вообще дофига. Сейчас все это дело пройдет.
Ну, результат мне понравился. Поршня чистые, капитально вообще. На эндоскопии вообще показало, что вообще прям и клапана чистые, и поршня. Четко вообще отмылось все. Круто. Должен этот Prius больше масла жрать не должен. Ну, а там уже от отзыва хозяина узнаем, как он будет ехать. Что, закручиваю новые свечки. Такие вот будут оригинальные свечки стоять. Раз. Два. Три. Четыре. Ну что, завершающий этап, буду сейчас накладывать валену СВ. Масло Molygreen уже залил сюда, двигатель свежий. Все как бы поставил забор, все четенько. Все, место встало. Дворники осталось поставить. Ну и все, и броню. Сейчас проверю, что-нибудь бежит, не бежит. Сейчас проверю. Может, где-то что-то подсыкивать начало. Ну, это надо все проверить все равно. Так уже круто, движочек работает. Дыма уже нету. Чистый выхлоп идет. Все, валенка пошла. Сейчас заведем движочек, 15 минут поработает. Все, завтра этот Prius полетит. Сразу она будет ясна. Что-то изменения должны быть после раскоксовки сразу. Легче машина идет. После этого эндоскопом посмотрели, да? Да, сегодня видео будет. Кстати, можно будет это. Флешка есть? Нет. Ну, дома у меня есть на флешке она. Ну, сейчас компьютером посмотрим.
Я сейчас скину, быстренько приедем. Видео может. Видосы посмотрим, сейчас приедем. Нормально вообще, ну она как новая. Камера сгорания. Вот уже нету этого. Ну, как палец. Так. Ты-ты-ты-ты. Ага. Если резко газуешь, Ага. раньше такого вот так было же. Мгм. Ну она смотри, как идет у тебя хорошо. Быстро подрывает. Да, Легко, как будто ей. Да, не чувствуется. Ну вот. Это только-только она. Сейчас еще камера сгорания выгорит там. Ну там нечего больше, по идее. Да она чисто идеально вчера. Я ее сфотографировал. Ну сейчас даже сам увидишь. 6 часов она на химии стояла. Там все отъело вообще. Надеюсь, масложора не будет. Ну вот это самое главное. Мы сейчас приедем, Да? щуп посмотрим и засекем. И запишите, надо трип скинуть какой-нибудь, 3А, 3Б, чтобы вы, Ага. ну, от сегодняшнего дня шел счетчик по пробегу и иногда проверять масло. Масло Молли Грин залил, хорошее масло, поэтому еще с Валеной. Валена наложил на него. Сейчас Валена отработает. Валена еще не отработала. Это вы еще покатаетесь. Она вообще все эти металлические части, она все покроет, когда двигателю легко станет крутиться вообще. Ну, у него нулевое сопротивление начинается, трение. Здесь разумеется. Валену вообще надо, по идее, каждую замену масла добавлять. Ну, дороговастая она, конечно. Она от 1500 до 2000 стоит, где-то флакон. Поэтому, ну, я потом попробую выйти на более дешевый. Большими партиями, если покупать его, то он это, граммовка дешевая будет. Там сколько-то рублей грамм. А так, да, его вообще, если добавлять постоянно, двигатель будет просто без износа работать. Бодро, да? Мне самому понравилось, нифига себе она топит. Чуть-чуть бак придавил 80 уже. Хрена, нормально. Гонка, да? Вот, стоп. Ну. Ехала раньше так? Да? Раньше так ехал. Но потом это Потом перестала. перестало. Ну это закоксовались кольца. Сейчас, да? Ага, сейчас скоро будет вот следующий. Вот он. Ну, короче, покатаетесь вообще, наверное, потом ясно будет. Еще должен немножко он еще лучше будет, когда Валена полностью будет работать. Обкатать надо, короче, пару деньков. Сейчас в бокс заедем сразу. Я еще проверю масло, все, что нигде ничего не бежало.